Тынчасен миссис Аланла. В этом видео хочу затронуть такую тему, которая, конечно же, не понравится исламистам. Тема антисемитизма. Зачем исламисты сталкивают аланский народ и евреев? В чем их выгода в этой ситуации? Во-первых, когда они, на мой взгляд, они когда находят внешнего противника, на которого можно все скинуть, во всех грехах обвинить, они сразу отводят от себя все стрелки. Так делает это россиянское недогосударство. Так делают и исламисты веками. У них всегда во всем виноват тот, кто слабее. И до сих пор, даже несмотря на то, что у евреев есть свое государство, даже несмотря на то, что там за ним Соединенные Штаты стоят, оно все равно остается в сравнении с этой большой такой толпой миллиардной исламистов. Это небольшой островок, в общем. И в любой ситуации всегда исламисты будут сваливать все свои собственные преступления, в моих глазах это преступление все-таки то, что они делают. Будут они это все сваливать на евреев. Для них любой, кто просто выбился из этого стада, кто стал умнее, кто не желает жить по их мракобесным таким, этим нечеловеческим, животинским таким правилам, по ихнему шариату, это автоматически либо еврей, либо их какой-то слуга евреев. То есть вот так вот они мыслят, вот такие категории они нашему народу навязывают. Это с детства происходит у нас. Вы понимаете, вы живете в иллюзиях. Любой, кто как-то выделяется интеллектом, автоматически, значит, еврей, жид, чуут и так далее. И вот это все помогает им оставаться невидимыми на фоне того противника, которого они обозначают. Эсен күрешейкен Алла.